Геклер пошел тоже на металлические магазины, потому что деформация магазина пластмассового. Вот здесь идет тоже, есть у Глока, вот видишь, он пластмассовый, но рама внутри металлическая. Да. А почему? Потому что если ты забиваешь магазин полностью и ты оперируешь очень в горячей стране, у тебя будет раздувка магазина. Потому что в Афгане, как ты знаешь, это пыль, да. Как вот это ягу, как это мука. Как мука, очень mелкая, да, очень mелкий. Kui te praegu vaatate ka, siis tekkis tõrked, mul olid Afganistanis, tekkis USB-l tõrked padrunite etteandmisega salvest, kuna salve sisse sattus seda Afganistani sihukest jahutolmu ja kiilus padrun kinni onni. Kuna salv oli plastmassist ja ma ei tea, muidugi me võtsime selle lahti, valasime pudelist vett sisse, panime kinni, laadisime ära ja toimis. Aga oli juhuseid, et ei andnud padrunid ette. Nagu näete, siis uuel relval Hekleril on praegu tehtud, salved on kõik metallist, Glockil on ka tehtud siis niimoodi, et salv on, väliskiht on plastmassist, aga sisekiht on metallist. Et siis ära hoida seda, kui salve paned täitsa täis, et ei tekiks siis, ütleme, soojas kliimas, et salv ei läheks nagu väheke paista. Это советы профессионала. Могу просто немножечко даже не дополнить, а от себя сказать. Магазин, как и патроны, не смазываются никогда. Никогда. Его нужно просто открыть, почистить и закрыть. Под водой потом промыть. Да. И потом его осушить. Ну, сухой, конечно, это безусловно понятно. Большое количество смазки для пистолета в теплых странах – это плохо. Эта смазка возьмет всю грязь, которая будет летать в воздухе. Грязи в воздухе, ее там огромное количество. И это всегда может привести к отказу оружия. Если есть возможность, нужно пользоваться хорошими смазочными маслами, современными. Нету, можете смазывать хоть тушенкой, если уже нужда. Но все должно быть очень в меру. Да? Да. Вот был случай, смотрю, душманы, что делают? Подожди. Взяли ленту патронами от ТКМ и мыли ее в соляре с патронами. Да. Подожди, вот хотелось бы задать вопрос. Душманы или маджахеды? Или ты тогда еще сразу не разобрал? Маджахеды. Маджахеды. Да. Эти могут. Расскажи, пожалуйста, как ты считаешь, есть ли смысл иметь разные кабуры под пистолет под разные задачи? Или можно привыкнуть к одной? Я имею в виду сейчас применение служебное или боевое. Я не имею в виду сейчас тактическую стрельбу. Нет. На каждое задание должна быть отдельная кобура. Да, я с тобой согласен совершенно. Я с тобой согласен, да. Потому что все зависит от того, что происходит. Если ты едешь на машине, даже от того, где ты сидишь в этой машине, зависит, какая должна быть кобура. Да, и зависит от твоего размера. И от размера этой самой... живота. Потому что если я сижу в машине, я не могу сидеть в машине и иметь пистолет в кобуре на ремне. А скажи мне, какую самую удивительную кобуру ты в своей жизни видел? Самую удивительную это была инвенционная кобура финской компании. И работала так. Это есть у меня эта кобура, специальная кобура на пружине. Ты толкаешь пистолет, туда закрывается, и там кнопка. Кнопку нажимаешь, и она выбрасывает этот пистолет тебе в руку. А если не поймал? Не, то тебе надо нажимать же этим. А, я понял. И у тебя идет эргономически, ты нажимаешь, у тебя уже рука его ловит. А знаешь, какую я самую удивительную кобуру видел в жизни? Когда мы были в Индии, как ты знаешь, и нас из тюрьмы повезли в суд. Поскольку мы сидели в городе Шинае, а везли в суд нас на юг, туда ближе к Тутикорину. Нас, конечно, сопровождал конвой. И у конвоя был начальник.
У начальника был пистолет. Пистолет этот был Браунинг, High Power. Старый. А? Старый. Я думаю, что этот High Power у него остался еще с британских времен. Ага. Он был абсолютно белый и блестящий. Это был офицер в форме. А сзади за ним ходил солдатик, его подчиненный, И таскал его пистолет. и носил вот так его пистолет. И вот тогда мой друг Андрей сказал, говорит, я первый раз вижу профессию человек-кобура.